Житель жилмассива Ахпата Кубанышбек Асанов, как и многие другие жители этой новостройки, около 20 лет жил без документов на свой земельный участок и дом. Но в прошлом году он решил воспользоваться законом о регулировании земельно-правовых отношений и получить Красную книгу. Мы купили этот участок еще в 2002 году и начали строить здесь дом. В то время не у всех соседей были документы на свой участок. Но как только президент подписал закон о земельной амнистии, я решил, что нужно получить Красную книгу. Теперь, благодаря этому документу, мы не переживаем за свой участок. Начали активно достраивать дом. Возможностью на законных основаниях оформить свои участки воспользовались и соседи Кубанычбека Асанова. К примеру, Джолдошбек Джапаров, который тоже прожил здесь 20 лет, также не имел документов на свою землю. 20 лет подряд тут ни у кого не было документов на землю. До прошлого года мы переживали за свои дома. Когда у нас появилась возможность получить Красную книгу, мы сразу ею воспользовались и узаконили наши земли. Всего по Кыргызстану с момента объявления земельной амнистии более 14 тысяч человек получили документы на свой дом, тем самым обезопасив свою собственность. Однако специалисты кадастра отметили, что не все граждане, которые нуждаются в Красной книге, обращаются к ним вовремя. Тем самым подвергают себя риску остаться без участка. Всего было 123 тысячи заявок по всей республике. Из них 11% граждан уже получили документы на свои дома. Есть люди, которые даже не знают, что есть такая возможность, и поэтому не начинают процедуру оформления. Я думаю, что до конца года мы успеем удовлетворить все заявки. Мы усилили работу во всех наших 49 филиалах по всем районам республики. Для того, чтобы узаконить свой участок, жители столицы могут обращаться в Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека по адресу микрорайон Тунгуч, дом 57. С собой горожане должны иметь необходимые документы для оформления заявки. В сайтах написано, какие документы востребованы. То есть они берут согласие соседей, справку с квартального комитета и подтверждение с муниципального территориального управления, что действительно они живут, сами построили с какого-то года, периода. И мы на основании вот этих вот всех документов формируем дело на каждого гражданина и рассматриваем на комиссии уже в районных администрациях по месту жительства каждого гражданина. Стоит отметить, что услуги Департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства бесплатны, но при получении необходимых документов в главархитектуре и кадастре в общей сложности уйдет от 20 до 25 тысяч сом. Сыймых Мусаев, Тяшилак Исаков, ЛТР, Бишкек.